Халяль – это не только религиозный стандарт. Для все большего числа людей по всему миру это синоним гарантированного качества, чистоты и этичного производства. И теперь такое производство есть и в Северной Осетии. Общество с ограниченной ответственностью «Да» запустило бренд «Кочевники». Как появилась эта идея в многоконфессиональной Осетии, в чем секрет успеха этой продукции далеко за пределами региона и что означает халяль для самого производителя. Об этом мы сегодня поговорим с генеральным директором компании Русланом Караевым. Руслан Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать с такого вопроса. 33 года на рынке – это целая эпоха. Что помогло компании, какая философия или принцип не просто выжить, а стать одним из флагманов в республике? И что для вас значит быть успешной компанией? Одним из основных движущих факторов развития нашей компании является борьба за качество. Это не случайное выражение «борьба», потому что иногда это действительно напоминает борьбу. Качество на всем протяжении производства продукта, начиная от момента закупки сырья, специй, вспомогательных материалов, заканчивая реализацией продукта, путь, который проделывает продукт от нашего склада до прилавков, где его могут видеть покупатели, условия хранения в магазинах, в торговых точках, которые мы также контролируем со своей стороны. Все это в совокупности дает хороший результат. А любовь потребителя, вы сами уже упомянули, высокое качество и контроль этого самого качества. Любовь потребителя невозможно завоевать без этого бескомпромиссного качества. Хотелось, чтобы вы чуть подробнее рассказали, как контролируется качество на всех этапах, где вы закупаете сырье. Основной рынок закупки сырья – это, конечно же, Российская Федерация. На сегодняшний день основной – это даже не то слово, единственный, можно сказать. Если мы вспомним середину нулевых, то мясной рынок представлял из себя такую мешанину, которая разделялась процентов на 60. Это 70 было импортное сырье, 40-30 это российское сырье. Сегодня 99% это российское сырье. Но повлияли наверняка и санкции тоже. Вы знаете, до санкций продовольственная политика страны, задачи, которые ставило руководство страны, правительство Российской Федерации, мы со своей стороны внимательно отслеживали весь диалог между президентом и правительством, и производителями сырья. Все это было направлено на то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. На сегодняшний день 100% наш рынок, российский рынок, могу сказать с уверенностью, рынок Юга России сырьем из птицы обеспечивает себя самостоятельно. Небольшие бывают, поставки из других регионов, но в основном все это производится, выращивается, продается у нас же здесь, на юге России. С каждым годом качество сырья улучшается. Рынок продовольствия очень, как это сейчас говорят, зарегулирован. Очень много норм, права, очень много нормативных актов, которые регламентируют работу, порой жестко регламентируют работу производителей сырья и продуктов питания. Это и есть гарант качества, на который все обязаны, вынуждены иногда ориентироваться. Да, это ведет к каким-то денежным дополнительным затратам. Но с другой стороны, мы всегда можем быть уверены, соблюдая эти нормы, что мы производим качественный продукт, и наш продукт действительно безопасен. Если говорить о географии поставок вашей продукции, это Северная Осетия и регионы Кавказа, или вы вышли на федеральный уровень? Отчасти мы вышли на федеральный уровень. К такому развитию мы относимся спокойно. У нас нет задач завоевать весь рынок Российской Федерации. Понятно, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но таких целей мы для себя не ставим. Мы идем к достижению целей по развитию планомерно. Еще не в полной мере освоен рынок Северного Кавказа. Я даже не говорю о юге России. Да, мы достаточно уверенно развиваемся, интенсивно. Это не только продукты халяль. Наш поточный основной продукт, как мы называем его между собой. Вместе с тем мы можем сказать, что в центральной части России мы продаемся. Пока через сети, это Вкусвилл, Ашан. Но я думаю, что если мы найдем партнера, который достаточно заинтересован будет в нашем развитии совместном, мы не прочь поработать. Давайте поговорим о кадровой политике вашей компании. Вы славитесь тем, что уделяете этому особое внимание и росту, и обучению. А взращиваете ли вы кадры внутри компании или же привлекаете со стороны? Что предпочтительнее? И как удается удержать молодых специалистов и привлечь студентов? В течение 15 лет последних рынок труда в Российской Федерации и в нашей республике очень серьезно изменился.
Условия работы очень серьезно изменились. Условия взаимодействия между работником и работодателем очень серьезно изменились. Мы в определенный момент поняли, это произошло примерно 6-7 лет назад, что единственным устойчивым поставщиком специалистов, кадров для нашего предприятия можем являться только лишь мы сами. То есть все-таки взрастить сами внутри компании. Это интереснее, это быстрее. Сегодня рынок труда, к сожалению, не предоставляет такое количество специалистов, особенно в нашей отрасли, которые нам необходимы. Кроме того, мы считаем, что люди должны иметь возможность расти. Не все к нам приходят с высшим образованием специальным. Люди работают, люди понимают, что им здесь нравится. Они приходят в отдел по работе с персоналом и говорят: я хочу развиваться. И иногда эту инициативу берем на себя мы. Мы видим, что человек работает, человек старается по своим морально-волевым качествам. Он разделяет ценности компании, подходит нам. Мы делаем ему такое предложение. Мы создали учебный центр небольшой. И с его помощью разрабатываем программу обучения, проходя которую линейный персонал становится специалистами, после чего они, каждый в свое время, переходит в категорию руководителей. Давайте поговорим о бренде «Кочевники». Почему вы решили пойти в этом направлении и что для вас стоит за этим брендом? Ведь наверняка он обращен не только к мусульманской аудитории. Примерно в 2012 году с моим партнером Дмитрием Петровичем Дюбуа мы обсуждали векторы развития компании. И он тогда выдвинул идею о том, что на рынке уже появился халяльный продукт. Еще пока его было очень мало, но и тем не менее он увидел в этом нишу, он увидел в этом такое окно возможностей для развития. Мы приняли решение тогда, были разные варианты, куда развиваться. Мы приняли тогда решение, что все-таки, да, это новый продукт, это интересно, это другие компетенции. Начали строительство нового производства. Открыли мы его в декабре 2013 года. Этому предшествовала немалая работа, которая была связана с сертификацией продукта. В 2013 году я приехал в Духовное управление мусульман Республики Северная Осетия Алания, познакомился с муфтием республики Хаджимуратом Гацаловым. Изложил ему нашу идею, он ее горячо поддержал, пожал руку и сказал: Руслан, вы становитесь на очень интересную дорогу, на очень интересный путь. Его слова я помню до сих пор, вот каждое его слово. Он сказал: единственное, я прошу, не подведите, пожалуйста. С нашей стороны мы сделаем все, что вам нужно. Мы вас поддержим полностью. Но если ты делаешь продукт халяль, он должен быть халяльным. Пообещаю. Я пообещал. И действительно, могу сказать, что Духовное управление мусульман Республики Северная Осетия Алания поддержало наш проект, активно включились в работу. С первого дня выделили нам специалиста, человека, который имел опыт работы на мясоперерабатывающем производстве из соседней республики. Его зовут Казбек Иналов. И вот с первого дня он сопровождает наше производство, находится ежедневно на производстве, полностью отслеживает поставки сырья, поставки вспомогательных материалов, выход продукта. Делает копии документов, очень скрупулезно хранит их, анализирует, знает обо всех потоках движения сырья и готового продукта. Могу сказать, что сначала, конечно, это было очень тяжело. Стандарт, разработанный Духовным управлением мусульман России, вроде как все написано. На самом деле очень много деталей, которые нам пришлось разъяснять для себя, получать разъяснения в Духовном управлении мусульман России, в нашем Духовном управлении республиканском, от муфтия непосредственно Хаджимурата Гацалова, от имама мечети нашей Владикавказской. Все это не было прописано, не было настолько стандартизировано, насколько это на самом деле живет в обычаях, традициях мусульманской уммы нашей республики. Но путь был непростой. Путь был непростой, но я хочу сказать, что работа была очень интересная. Очень интересная работа. Мы сделали эту работу. Я считаю, что мы неплохо потрудились и получили хороший результат. А чем отличаются кочевники на фоне другой халяльной продукции? Наш продукт вкусный. Другие продукты тоже, конечно, качественные. И я уверен, что никаких вопросов в части соответствия стандартам халяль нет.
но мы пошли дальше в этом развитии. 2,5 года назад мы начали сотрудничать с сетью супермаркетов «Вкусвилл». У нас в республике пока эта сеть мало известна, она очень известна в центральной части России. Но уже представлена. Да, но уже представлена, один магазин есть. В основном это Москва, Петербург. Чем эта сеть отличается? Они позиционируют себя как магазины для здорового питания. То есть там представлены продукты, не содержащие в себе фосфатов, эмульгаторов, любых ингредиентов с кодировкой «Е». Условием вхождения в эту сеть было соответствие их стандартам качества. Это была тоже непростая работа, поскольку трудно было объяснить сотрудникам нашей компании, почему колбаса может быть белой или зеленой. Трудно было объяснить, почему колбаса не должна проходить копчение. Много-много очень нюансов. Но хочу сказать, что мы вместе с компанией «Вкусвилл» проделали этот путь. Нам удалось изменить и их стандарты, открыть им немножко мир производства колбасных изделий по-другому. Они смогли посмотреть на него и услышать потребителей. Совместными усилиями, опираясь опять же на отзывы потребителей, а «Вкусвилл» — это очень клиентоориентированная компания, жизненный цикл продукта сопровождается четким отслеживанием отзывов непосредственно покупателей. И покупатели голосуют за продукт и решают, жить ему или не жить. Если ваш рейтинг падает, продукт просто выводится с торговой полки. Как бы сильно он нам не нравился, как бы прибыльный он не был, если большое количество отзывов, упал рейтинг, продукт однозначно выводится. Мы получили эти отзывы и сумели разработать именно те продукты, которые хотят видеть потребители. Сегодня мы успешно развиваемся в сети «Вкусвилл», предоставляем новые продукты. В настоящий момент порядка 38 наименований продуктов у нас в разработке и порядка 8 уже вот на стадии ввода. То есть можно сказать о том, что название бренда «Кочевники», оно отражает его состав. Ассоциируется же слово «кочевники» с простотой какой-то, чистотой, традициями. То есть состав чистый. Безусловно, безусловно. Состав действительно чистый, не содержит каких-либо ингредиентов, которые не отражены на маркировке. Один из принципов производства не только «Кочевники», но и других брендов нашей продукции – это честность. Все, что вы увидите на маркировке, действительно это содержит наш продукт. Ничего другого в нем нет. Нам часто, мне конкретно задают часто вопросы: а вы едите свою колбасу? Отвечаю: да, мы едим только нашу колбасу. Наши сотрудники покупают еженедельно наш продукт, разумеется, по сниженной цене, несут его домой в свои семьи. Это те люди, которые его производят. Это те люди, которые знают, как делается этот продукт, из чего он делается, чьими руками он производится. На какую аудиторию в первую очередь рассчитан бренд «Кочевники»? Вы упомянули о том, что и в Москве представлено в сети «Вкусвилл». Но если говорить о массовом потребителе, это только Осетия и регионы Кавказа, или же спрос есть и вне мусульманских регионов страны? Большой спрос есть и вне мусульманских регионах страны, поскольку страна наша не мононациональная и происходит большое перемещение социальных групп людей. Люди переселяются, люди находят другие места работы, другие места для проживания. И людей, исповедующих ислам в центральной части России, на сегодняшний день очень много. Но кроме того, мы отмечаем такую тенденцию, что покупателями нашего продукта являются и люди, не исповедующие ислам. Люди, которые просто не едят свинину. И считают, что продукты халяль, они более здоровые, более безопасные. Но это на самом деле правда. Если говорить о дальнейшем развитии бренда, вы упомянули, что уже в разработке достаточно много. И вы планируете расширить ассортимент в данной линейке. Если говорить конкретно, в ближайшее время, чем сможете удивить потребителей? Мы начали делать упор на производство деликатесов. Я думаю, на прилавках республики, соседних регионов скоро будут представлены наши деликатесы, в том числе и с так называемыми чистыми рецептурами для компании «Вкусвилл». Если говорить о взаимодействии с компаниями, предприятиями, которые также занимаются производством халяльной продукции, есть ли, налажен ли контакт? Каких-то деловых связей у нас, к сожалению, нет. Мы все друг друга знаем, мы все друг друга видим. Лично у нас в компании
Проводятся регулярно сравнительные дегустации. Мы очень внимательно следим за конкурентным полем. Вот, и отмечаем, что уровень наших конкурентов тоже постоянно растет, что подстегивает нас, в свою очередь, к развитию. Мы очень внимательно следим за регионами Дагестан, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, потому что эти регионы являются для нас стратегически важными. Не только Северная Осетия, но и упомянутые мной регионы. В этих регионах у нас есть партнеры, которые представляют наш продукт. И развиваемся мы там очень динамично. Недавно мы начали плотно сотрудничать с Республикой Крым. Хорошие отгрузки и хорошая обратная связь о продукте. Производство халяльной продукции часто накладывает особые требования на каждом этапе производства. Как вы гарантируете, что эти стандарты не нарушаются? Существует несколько уровней контроля стандарта качества нашего продукта. При поступлении сырья, разумеется, проверяется соответствие сырья стандартам качества халяль. Мы делаем это сами, внутренней структурой компании. На производстве постоянно присутствует представитель Духовного управления мусульман республики, который имеет доступ ко всей информации, связанной с производством продукта. Проверяются непосредственно сопроводительные документы. Кроме того, представитель Духовного управления мусульман зачастую созванивается с другим представителем духовного управления, который находится на предприятии производителей сырья. Если, скажем так, никаких замечаний красных маркеров нет, сырье допускается к переработке. Нередки были случаи, когда даже при наличии сертификата представитель духовного управления ставил под сомнение халяльность продукта и не допускал сырье к переработке. А если говорить о прозрачности именно для потребителя, могут ли они прийти и ознакомиться, собственно говоря, со всеми циклами, посмотреть, как это все происходит? Да, с недавних пор мы возобновили практику открытости нашей компании, так называемое прозрачное предприятие, когда мы приглашаем коллективы, группы людей для того, чтобы они ознакомились с нашим производством. Сопровождает их в этой экскурсии ведущий технолог компании, который рассказывает полностью о процессе производства продукта и отвечает на все вопросы. А часто ли случаются ситуации, когда люди, потребители ставят под сомнение, отвечает ли все-таки производство стандартам халяльной продукции? Эти вопросы задаются нам регулярно в разной интонации, в разном контексте. Чаще с возмущением или скептицизмом? С претензией, я бы сказал, со скепсисом и с претензией. Но мы научились работать с этим, потому что мы научились понимать людей. Надо учитывать, что это не просто продукты питания, это образ жизни людей. Тот путь, которым они идут всю свою жизнь, тот путь, которым, наверное, шли их родители, и тот путь, которым, скорее всего, пойдут их дети. Поэтому для нас это не обидно. Для нас это понятно, приемлемо, и мы разделяем и понимаем беспокойство наших потребителей. Поэтому мы работаем с каждым, буквально с каждым из этих вопросов, которые к нам поступают отдельно, и отвечаем максимально развернуто. Как я сказал, мы исповедуем принцип открытости предприятия. И бывали случаи, я думаю, они еще будут, когда к нам приезжали группы верующих, мусульман из соседних регионов для того, чтобы просто удостовериться, а как это вы производите халяльный продукт. Вот вы производите не халяльный продукт, наверняка вы делаете это в том же помещении. Нет, мы делаем это в отдельном цеху. Нет никаких пересечений потоков. Нет никаких пересечений даже людей. Отдельная столовая для рабочего персонала, отдельная тара, отдельный склад готовой продукции. Все абсолютно отдельно разделено. Даже склады хранения сырья отдельные. Мы показываем это, потому что нам нечего скрывать. Еще раз говорю, разделяем, понимаем их беспокойство, принимаем его. Но могу сказать, что на сегодняшний день никто еще пока от нас не уехал, сохраняя этот скепсис и претензии. Нам жали сомнения руки. бывают развеяны. Сомнения бывают развеяны, нам жмут руки, нас благодарят за открытость, за честность. На этом мы на хорошей ноте расходимся. Спасибо вам большое, Руслан Юрьевич, за интересную беседу. Бренд «Кочевники» – яркий пример того, что бизнес, чутко реагируя на запросы общества, может не только занять успешную рыночную нишу, но и стать мостом между разными культурами.